У 19 стагоддзі Российская империя узводзіць цэлы ланцуг магутных крэпасцяў, каб трымаць абарону пры нападзенні захаду і з поўдня. Роўна 175 гадоў таму у лік дзейнічаючых фартыфікацыйных збудаванняў уводзіцца і Брэсцкая крэпасць. Брэст-Літоўская, як называлася яна тады. Але у экспозиции месца адведзена не толькі ёй. Выставка о тех крепостях, которые были вот в период XIX века, в период именно императоров Александра I, Николая I, Александра II, были построены для укрепления и западных рубежей Российской империи, и взяты даже две крепости приморские, это Севастопольская и крепость Керчь. Материал об 8 крепостях, информацию, фотографии, схемы, планы предоставили 6 музеев и доследчих центров Беларуси, России, Польши, Латвии и Литвы. Международный проект планируется продолжить. Есть желание продолжить этот проект, и мы хотели бы в дальнейшем сделать еще одну выставку, которая бы планировала сотрудничество с музеями Беларуси, Польши, Украины и Казахстана. Выстава невыпадкова размясцілася ў музеі «Пятый форт». Яна своеасаблівы пралог да вялікай задумы супрацоўнікаў мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». Зрабіць «Пятый форт не проста аб'ектам фартыфікацыйным, але і музейным. Тут плануецца размясціць пастаянную экспазіцыю, якая распавядала аб усіх крэпасцях 19 стагоддзя. Надеемся на получение средств из бюджета союзного государства. Документы на данные объекты мы же передали Министерству культуры и Министерству культуры России. На согласование будет, естественно, проведены реставрационные, ремонтные работы. Мы хотим, безусловно, создать какой-то температурно-влажностный режим, достойный для того, чтобы здесь была возможность экспонировать, показывать экспонаты из наших фондов. У планах пашырыць і экспазіцыю военнага ўзбраення і тэхнікі на пляцоўцы музея. Інтарэс да аб'екта вялікі. Штогод у музеі «Пятый форт» бывае больш за 15 000 наведвальнікаў. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».